Здравствуйте. Брифинг главы Якутии Айсена Николаева о текущей эпидемиологической обстановке в регионе на 11 часов дня 10 апреля. Смотрите на нашем канале прямо сейчас. Айсен Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Доброе утро. Несмотря на то, что у нас вчера выписалось 2 человека из больницы, и у нас число выздоровевших в республике достигло 10 человек, и было 6 человек официально заболевших, к вечеру у нас ситуация достаточно серьезно осложнилась. У нас появились предварительно больные в Ленском и Валданском районах. В Ленском районе это человек, который прибыл из Армении, житель Российской Федерации. Он был с самого начала самоизолирован, находился с женой на самоизоляции, но и по предварительным данным, вот еще раз говорю, у него положительный анализ вчера дал, круг лиц по нему полностью установлен, практически у всех уже анализы взяты, сейчас вот заканчивается уже забор анализов, и мы думаем, что ближе к вечеру сегодня по значительной части контактов мы получим уже результаты. Причем некоторые из них уже сдавали анализы, и у них пока отрицательный результат, потому что часть лиц, которые прибыли с ним из Москвы, сразу же была на самоизоляцию тоже посажена. И хотел бы отметить, что в Ленском районе вот меры, которые принимает администрация района после совещания, которое я вчера провел по видеоконференции, на мой взгляд, вполне такие адекватные и достаточно своевременные. По Алданскому району, по городу Алдану ситуация, на мой взгляд, гораздо опаснее, потому что семейная пара, уроженцы Киргизии, граждане Российской Федерации, которые в Алдане давно проживали, они прилетели из Москвы, где находились месяц на лечении. И вот благодаря, скажем так, моему решению о самоизоляции всех граждан, прибывших уже из других регионов нашей страны, они были сразу посажены на самоизоляцию по прибытии в Алдан 5 числа, 6 числа. Вместе с тем у нас и сегодня информация о том, что режим самоизоляции, по крайней мере, одним из супругов был нарушен, и он находился на центральном рынке города Алдана. По информации, полученной с камер видеонаблюдения. Конечно же, учитывая то, что они являются оба супруга работниками вот этого рынка, это сразу ставит под большую, достаточно серьезную опасность уже многих людей, которые могли на этом рынке в это время находиться. Сейчас поэтому мною дано поручение строгое главе района убыстрить мероприятия по закрытию рынка, по выявлению лиц, находившихся на рынке, по самоизоляции этих лиц. К сожалению, здесь хочу сказать, что вот в Алданском районе действия, на мой взгляд, предпринимается недостаточно быстро. Вот уже сейчас у нас время 11 часов, рынок, официального решения о закрытии рынка и о самоизоляции лиц еще пока не выпущено. Я надеюсь, что в течение ближайших, даже не часов, а минут, решение это будет соответствующим образом оформлено и начнет действовать. Вот. Круг лиц, вот, с которыми они контактировали, ближайшим образом тоже установлен, он находится на изоляции. Сейчас тоже забор анализов идет, ну и я думаю, что сегодня, завтра результаты предварительных анализов у нас уже будут. Вот. Еще раз говорю, что ситуация и по Алдану, и по Ленску достаточно серьезная, тревожная, и здесь в первую очередь оперативным штабам на местах надо принимать быстрые и решительные меры, вот, а не пытаться там ответственность на кого-то другого перевалить и сидеть и ждать указаний сверху. Сегодня также нами получено решение главного санитарного врача Российской Федерации Поповой Анны Юрьевны, что Якутскому управлению Роспотребнадзора дано право уже сейчас не отправлять анализы на подтверждение в лабораторию «Вектор» в Новосибирске, учитывая то, что у нас процент отказов минимальный, у нас вот из всех случаев, которые туда направлялись, только одна ошибка была, вот, нашему управлению дано право самим здесь подтверждать анализы без направления в Новосибирск. Вот, это, я считаю, как раз показатель высокого качества работы нашей противоэпидемиологической службы, Роспотребнадзора в целом, ее лаборатории. Поэтому мы сегодня с утра вот, приняли оперативное решение с главным санитарным врачом республики, что анализы вот этих 3 прилетевших мы будем считать уже положительными. То есть не будем просить подтверждения
подтверждение в векторе, потому что клиника и вот те данные, которые сегодня у нас есть, они подтверждают, что на самом деле мы имеем дело именно с коронавирусной инфекцией. И в дальнейшем мы если не будет таких каких-то серьезных сомнений, мы анализы уже будем здесь подтверждать. Это нужно и для более оперативной работы, еще раз говорю, по защите здоровья жителей Республики Саха-Якутия. Еще раз обращаюсь к жителям нашим, да, коллеги, друзья, надо понимать, что ситуация тревожная, болезнь расползается по всей стране, приходит откуда ее не ждали, так, и вот когда мы сегодня считаем, что раз у нас в населенном пункте официально подтвержденных случаев нету, то все хорошо, можно смело гулять, можно смело ходить в гости, нарушать режим самоизоляции, это недопустимо. Сегодня самая главная помощь, которую вы можете оказать медикам, которые борются с этой эпидемией на передовой, всем нам, которые непосредственно заняты на том, чтобы остановить эту эпидемию, это нахождение на самоизоляции. Вот поэтому убедительно прошу режим самоизоляции не нарушать. Вместе с тем хочу сказать, что сегодня мы отрабатываем с руководством муниципальных образований, с руководителями министерств и ведомств, с крупнейшими нашими промышленными предприятиями, с представителями общественных организаций малого бизнеса алгоритм действий по смягчению работы и снижению ограничительных мер в тех районах, где у нас нет таких явных признаков распространения болезни и наличия этой болезни в целом. Я решил пойти по тому пути, который предложил президент страны. Мы будем выпускать не тех предприятий, которым разрешено работать, а мы будем выпускать перечень тех предприятий, которым запрещено работать. Вот, то есть те, кому не запрещено, они смогут работать. Так? Но это решение у нас появится в ближайшие дни, вот сегодня-завтра, с тем, чтобы вступить в силу с понедельника следующего. Также хочу отметить, что все-таки в связи с наступлением сейчас уже распутицы, с закрытием переправ ледовых, мы будем принимать решения также по ограничению работы межрегиональных такси. Межрайонных такси, потому что сейчас уже дороги такой большой уже не будет, и, соответственно, все-таки достаточно, как сегодня говорят мне специалисты, серьезная опасность нам уже начинает доставлять возможность распространения этой болезни через межрайонные такси. Вот даже в случае вчерашних и по Алдану, и по Ленску у нас как раз задействованы межрайонные такси, которые доставляли этих зараженных людей из Мирного в Ленск и из Якутска в Алдан. Соответственно, такое решение мы тоже в ближайшие дни примем, чтобы оно уже на следующей неделе начало работать. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией о ситуации по COVID-19 в регионе на 11 часов дня 10 апреля. Оставайтесь с нами.